Теперь коррупционерам не избежать тюрьмы. Выплатить штраф и выйти на свободу уже не получится. Им предстоит отбывать реальные сроки заключения. С нового года начинает работать закон, ужесточающий наказание за коррупцию. Кроме того, коррупционерам пожизненно запрещено занимать какие-либо госдолжности. Также родственники таких людей не смогут работать на государственных и муниципальных должностях. То есть отныне каждому потенциальному взяточнику придется задуматься, готов ли он сломать судьбу не только себе, но и родственникам. Принятым законом предусматривается внести в Уголовный кодекс КР следующие изменения. Статья 63 УК дополняется частью 21, предусматривающей назначение в обязательном порядке пожизненного запрета занимать определенную государственную и муниципальную должность или заниматься определенной деятельностью за совершение коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы. В частях 3 и 4 статьи 65 УК исключены требования, устанавливающие штрафы за совершение преступлений за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы, предусмотренные статьями 337-346 вышеуказанного кодекса. Статья 79 УК дополняется частью 11, устанавливающей, что при заключении лицом соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за преступление по статьям 336-348 суд назначает наказание в виде лишения свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным. Лица, привлеченные к ответственности за злоупотребление служебным положением, будут приговорены к сроку до 2 лет, а также их имущество будет конфисковано государством. Документ предусматривает ряд других наказаний. В первую очередь есть полная воля главы государства, также воля правоохранительных и других органов, то теперь никого не будет никто щадить. Здесь будет беспощадная борьба и, значит, вот таких раньше там со следствием на сделку пошли, там оплатили штрафы, вышли на свободу, такого не будет. Хотя бы полсрока он должен будет отсидеть, обозначено в соответствии с этим законом. Законопроект направлен на совершенствование законодательства страны по противодействию и искоренению коррупции в государственных и муниципальных органах. О ожесточающей борьбе с коррупцией заявил и председатель ГКНБ Хамчибек Ташиев. По его словам, коррупция в Кыргызстане будет полностью искоренена за 2 года. Коррупция жасаган адамдар, айрыкча мамлекеттик органдардын кызматкерлери билиш керек. Хочу предупредить всех, особенно государственных служащих, чтобы потом не говорили, что не знали. Когда мы начинали борьбу с коррупцией, многие сомневались, что у нас не хватит сил. Ведь когда-то, начав борьбу с организованной преступностью, мы тоже сталкивались с насмешками. Но сегодня я могу ответственно заявить, что ОПГ в Кыргызстане больше нет. Победить коррупцию сложно, но мы поставили цель полностью ее уничтожить. И мы добьемся этого в этом году. По мнению политолога Токтогола Кокчекеева, борьба с коррупцией должна идти беспощадно. Подобные этапы проходили многие развитые страны мира, такие как Китай и США. Дело в том, что во всем мире экономика является фундаментом развития страны. А когда идет кража, хищение миллиардами, то вы посмотрите, что получается. 8-миллионная страна теряет ежегодно десятки миллиардов государственных денег. За эти деньги можно было построить, ГЭС можно построить, пару хороших заводов можно построить. И все это расхищается. И вор сегодня, грабитель, коррупционер стал такой брендовым человеком, он может все делать, он может все устроить. Но это же нож в спину нашей стране, нашему народу, его экономическому благополучию. Поэтому я поддерживаю, так как мы за 32 года мы потеряли очень много. Борьба с коррупцией – ключевая задача для процветания страны и является одним из приоритетных направлений государственной политики. Об этом не раз говорил президент Садыр Джапаров. И на Народном Курултае глава государства отмечал, что борьба с коррупцией будет усилена и продолжена. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганбыз. С самого начала своей работы мы объявили беспощадную борьбу с коррупцией, и эта борьба будет только усиливаться. По данным Всемирного банка, уровень поддержки борьбы с коррупцией среди горожан вырос с 60% в 2021 году до 83% в 2024. В сельских регионах показатель увеличился с 83 до 89%. Победить коррупцию без вашей помощи невозможно. Ликвидация коррупции – это обязанность каждого гражданина Кыргызстана.
Отметим, что законопроект был представлен депутатам в начале декабря прошлого года. 31 декабря президент подписал документ. Изменения в закон направлены на усиление борьбы с коррупцией и укрепление государственного контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих. Эрмек Куренкеев, Асхар Маратов, ЛТР Бишкек.